Вот это красота. С этого и начнем. Боже, а что там кипит так? Ничего себе. А почему он кипит так интересненько? Первый раз такой вижу. Это вот эта штука просто очень горячая, видимо, да? А, здесь камни. Ребята, здесь вот такие камни. Офигеть, как круто. Как он называется собой, скажи, пожалуйста. Это волшебный суп домок. Домок. Ага. Домок это по-калмыцки легенда. Легенда, да. Сейчас я отвечу на вопрос 5 секунд, можно это вкусно. Вот, это вкусно. Когда вот, диета там, вот, меня тянет на супы, а вот супы, особенно, там, наши на бараньем там бульоне каком-нибудь, да, они, конечно, заходят на ура. Да, параллельно, я извиняюсь, если кого-то буду смущать, я так по чуть-чуть, аккуратненько, сильно не чавкая, буду употреблять, да, чтобы мы этот... Я в Инстаграме и в Телеграме у себя написала, у меня будет встреча с Бадом Чемидовым, какие бы вопросы вы хотели бы задать Баду? Вот такие вопросы мне прислали. Извините, если что-то... Спасибо за вопросы, очень искренний, адекватный, кстати, вопрос, так что с радостью ответим. Давай. Вопрос. Почему ты решил похудеть? Что является мотивацией для похудения? Да, цели похудеть нету. Если кто-то наблюдает за моими трансформациями, то должны понимать, что я не занимаюсь худением, я занимаюсь сушкой. То есть сушка это, почти то же самое, что худение, но ты направляешь все силы чтобы избавиться исключительно от жира и от лишней воды. То есть, если бы я сейчас весил килограмм 100, и это была бы сухая мышечная масса, меня бы это отлично устраивало. Моя цель, стать спортсменом, бодибилдером. Я с недавних пор стал вице-президентом Федерации бодибилдинга. Я, во-первых, недавно только узнал, что она у нас существует, такая федерация. Она у нас Юра Ганжа. Сейчас я подключился, поэтому и мне хочется стать бодибилдером. И я так понимаю, что много ребят, кому нравится этот спорт. Он такой специфический спорт, немножко странный. А что является мотивацией для этого? Интерес, энтузиазм и любовь к спорту. Вот так. Так, следующий вопрос. Я над ним, конечно, смеялась долго. Но человек с юмором, поэтому он так. А почему ты выкладываешь фото в трусах? Отличный вопрос. Смотрите как, то есть мы поняли, да, что Бад Чемидов ни с того ни с сего в 35 лет захотел стать бодибилдером, да. Я вполне адекватный человек, и у меня тоже есть там стеснительность, да. Я понимаю, что я выкладываю фото там, как-то полуобнаженно, как-то рисковато звучит. По факту это так, да. Конечно, внутри у меня есть какое-то смущение. Ко мне периодически прилетает критика. И очень часто прилетает адекватная критика. Вот, например, вчера, почему я прекратил сушку. Я, сушился, готовился и подснял видео, отправил своим старшим товарищам. У меня есть друзья, кто уже долгое время в бодибилдинге. Вот. И они адекватно просто объяснили, тебе надо еще качаться. Тебе рановато там готовиться к соревнованиям каким-то, да. Это сложно принимать, но это необходимый момент. Поэтому я выкладываю, ко мне прилетает критика, кто-то хвалит, кто-то критикует, кто-то там пальцем у виска. Поверьте, желания эпатировать на публику, такого желания у меня нету. Вот. Но раз человек хочет стать бодибилдером, наверное, где-то внутри все-таки есть желание демонстрировать свои... Это же спорт, где ты демонстрируешь свои мускулы. То есть ты качаешься, одеваешь маленькие плавки, да, и показываешь. Да, к этому относятся люди, так себе многие, да, вот там эти качки, тупые, нарциссы и так далее. Но вот я наблюдаю за этим спортсменом, я проходя через этот путь, да, я понимаю, как много вложено труда. И смотрю фото, например, когда у меня открывается там Инстаграм или Контакт, например, у меня же сразу выскакивает эта аватарка. У меня никогда не бывает, чтобы я без скрежета смотрел на эти аватарки. Только думаю, как беспонтово, не хватает того, не хватает всего. Как-то гармонично я с этим существую. И действительно, да, так получилось неосознанно, видимо, что везде у меня и ВКонтакте, в Ютубе, в Инстаграме, везде вот такие полуобнаженные. Не знаю, может, с финансами просто трудности, да. Так, следующий вопрос. Сколько стоит нанять тебя в качестве ведущего
И что входит в эту стоимость? Смотрите, если мы говорим о свадьбе, то это стоит на данный момент около 25 тысяч. Это 23 год. 23 год. Но со мной всегда можно договориться. Я понимаю, что это дороговато, вот. Я делаю всегда скидки, адекватно иду навстречу людям. Я сейчас не строю себя какого-то филантропа, но у меня были случаи, когда я работал, по-моему, в Аквареле была свадьба, то есть там, по-моему, в районе 20-ки мы договорились с женщиной, вот, она 5000 внесла предоплату, и в процессе свадьбы я узнал, насколько она такая удивительная женщина, воспитавшая, очень рано стала вдовой, воспитавшая там своих детей, мировая просто душевная. Я подарил ей эти деньги, вернул предоплату, как бы, да. Смотрите, если я работаю в Калмыкии в основном, да, там. Я из Калмыкии, брат, я из Калмыкии, это не опять. Не надо. У нас публика есть, которая может позволить и 25, и больше гораздо, да, платить деньги, например. Но в основном все-таки как бы это дороговато. Поэтому 25 это как вот в общем, получается по факту где-то 20-22 тысячи. То есть я иду навстречу. Если говорить про юбилеи, например, то у меня 15 это самый большой. Цена лавирует, конечно, от количества. Бывают свадьбы там на 500 человек или свадьбы на 50 человек. Это разные вещи. Но как бы стараюсь усреднять, идти навстречу. Входит моя работа, услуги, да, получается. Вам любой тамада скажет, что там конкурсы есть, песни, поем там, да. Ну, я там еще на скрипке играю, да. Но здесь в данном случае у нас выбор большой, поэтому, когда ко мне обращаются, они хотят именно Бада Чемидова. То есть они знают, что это будет импровиз, это будет очень плотная программа с огромным количеством всего. Вот, но есть бонусы. Есть бонусы. Мы с Васей Ладяном сдаем в аренду там профессиональный свет, дым, тяжелый, дискотечный и так далее. Это входит? Это не входит, но на всех мероприятиях я все равно что-нибудь додарю. То есть я где-то дарю какое-то видео там, да, или с фотографией, или может сам подсниму, смонтирую там, да, сделаю какое-то оформление. Где-то, может быть, бывает, знаешь, юбилеи, ну, у людей нет возможности заплатить там за фотограф, видеографов. Я могу сам выступить в качестве фотографа, видеографа. То есть это даже не для ютуба, не для канала. Я подсниму, смонтирую, отдаю им просто бонусом. Вот. Деньги, ну, в любом случае они заработаются. Но вот наших, если взять, да, чем ты как-то адекватнее к людям подходишь, с душой, да, тем больше потом возвращается. У меня же еще есть студия звукозаписи. И, например, люди, видя мои отношения, они там обращаются ко мне, вот у них какое-то мероприятие, они хотят там записать песни, там, да, заказать песни и так далее. Поэтому иногда у меня получается за одно мероприятие там, не 25 тысяч заработать, а гораздо-гораздо больше, там, свет и так далее. Следующий вопрос, ну, в принципе, в продолжении этой темы. Угу. Как ты стал ведущим? Ты помнишь свое первое мероприятие проведенное? Так, смотрите, первое мероприятие, это было в клубе. Я когда поступил в 2005 году в Московский вуз, приехал учиться, я почти сразу же начал организовывать вечеринки. Какие-то азиатские вечеринки, потом закрытые вечеринки, разные вечеринки. Вот. Ну и чтобы сэкономить, как организатор, да, сэкономить на ведущем, я сам взял микрофон и что-то начал там хихи-ха-ха объявлять. Сколько тебе было лет? Лет, наверное, 18 мне было. Вот. Но смотрите, там много вопросов про ведущий. Ведущий, Бада Чемидов ведущий, это где-то в списке моих приоритетов на 3-4 месте. То есть на первом месте я музыкант. Я знаю, что в последние годы все меньше стало музыкального, да, от меня контента какого-то. Я вот после пандемии практически не давал уже такие большие сольные концерты, да. Но ведущий это как побочный эффект. Мне это нравится. Ну, это деньги же. Деньги, ну, по достатку это на втором месте. Ну, по прибыли. Где ты больше зарабатываешь? Как музыкант? Конечно, как музыкант. Намного больше. А ты как музыкант, каким образом ты зарабатываешь? Студия. Ну, Студия ты, звукозаписи. допустим, делаешь запись кому-то или себе, или как это вообще? Смотри, то есть, ну, у меня есть постоянные клиенты, например, там с Москвы, например, да, у меня там часто за границы заказывают, да, там совершенно другие гонорары.
аранжировки, я делаю, Или да, прям кучу сочиняешь всего, музыку? сочиняю музыку, я делал там всякие передачи, чищу, сведения, мастеринг, то есть там обработка и так далее. Недавно я делал заказ на 120 тысяч рублей, то есть один заказ у меня А что обошелся. это было? Ну, девочка как бы с деньгами решила просто себе вот сделать песню. У нее уже была песня, я аранжировал. А, Но эти 120 тысяч рублей не пошли ко мне ну, там, в карман полностью, потому что она хотела, чтобы были живые трубы, она хотела, чтобы я прописал живых барабанщиков. А на расстоянии это крайне тяжело делать. То есть у меня есть подвязки, есть люди, студии, то есть в Москве там и за границей, да, дистанционно, я могу это делать. Но там всем надо платить, договариваться. Понятно, в конце я сам собираю эти музыкальные дорожки, все это обрабатываю и делаю. твоя любимая песня, которую ты сам сочинил. Или если какая-то твоя песня, которая имеет какую-то интересную историю. Ой, ребята, там почти любая песня имеет какую-то интересную историю. Так, смотрите, давайте начнем сразу. Я не из тех творческих людей, знаете, которые не любят свое творчество. Некоторые, знаешь, там музыканты, они там критически относятся. Я там вот не хочу это слушать, я когда-то сочинил. Я отношусь к своим песням как летописи своего рода. То есть для меня любая песня, понятно, там лет 20 назад я не так качественно делал, как сейчас. Там «Любовь, морковь», какие-то там по верхам песни, да. Но я к ним отношусь с уважением. Это часть моей жизни. Вот. Слушаю я Бада Чемидова постоянно. Я не отношусь к этому только Бада Чемидова, только вот все там, да. Но мне приходится слушать, чтобы анализировать. Где-то, например, старые идеи подталкивают меня к тому, чтобы что-то придумывать новое, допустим, да. Вот. У меня много совместных песен, да, поэтому, ну, мне вообще этот процесс интересен. Из любимых, то, что мне нравится, «Зима» определенно хороший трек, да. Мне очень нравится песня «Дутур», как ни странно. Понятно, что она в свое время там стрельнула вроде, да, даже хитом была. Но вообще вот это сотрудничество с Ананом Уруджаевым, ну, как бы заслуга вот этих хитов все-таки на его плечах. Потому что он автор, я музыкант, композитор. Так, а тогда я немножко хочу развернуть этот вопрос, потому что когда ты говорила, я что-то вспомнила. Была ли какая-то история, да? Вот у тебя, вот я, честно говоря, извини, не помню название песни. Был очень яркий клип с одной очень-очень яркой понял, девушкой. понял. Что это такое? Что за история? Где вот у она нас там с тобой... в трусиках была? Да, и в трусиках, и что-то... Не, у тебя два было таких. Да, одна девушка была в трусиках, а вторая девушка прям на машине, что-то там. Вот эти две истории, любовная какая-то лирика, она с тобой происходила на самом деле, и ты выдумал это. И что это такое было? Что ты хотел этим сказать людям? Да, во многих клипах я такой, знаете, а-ля бэтбой, там обязательно какая-нибудь красивая девочка, я весь такой с там жестами какими-нибудь наглыми, с физиономией. Блин, потому что я такой и есть. Ну, не то, что прям бэтбой, но я никогда не был поймальчиком. Мне всегда везло, вот, iPhone хорошо снимает, да, я думаю, вот свет сейчас показывает на моем лице огромное количество рубцов, да. В раннем возрасте у меня начались проблемы с кожей, генетически мне это передалось, да, то есть прыщи, потом это угри, потом это все превращалось в рубцы. Но если в большинстве случаев человек это сделает закомплексованным, то меня вот оградили от этой закомплексованности женщины. Хочу сказать, у меня особенное отношение к женщинам. Я очень люблю женщин. Это не говорит о том, что я там бегаю за каждой юбкой. Я вообще окружен очень сильными женщинами. У меня эчки, которые отчасти меня воспитали, знаешь, и вложили, с которыми я очень близок. Там, ну, мама, понятное дело, там, жена, дочь, кошка. То есть я все время, знаете, я себя ощущаю каким-то, какой-то гориллой в прайде, знаешь, такой альфа-гориллой, окружен такими красивыми и сильными самками. Вот. И вот эта музыка, да, вот эти клипы, это проявление какой-то инстинктивности. Наверное, когда парень становится, да, и показывает свою музыку, он таким образом показывает, что вот я сильный такой, да, вот, как бы, ну, показывает свою мощь, как вот горилла, который бьет себя в грудь, например, да. Вот. Ну, и плюс, что мне из себя строить кокетку?
Ну, то есть я нравлюсь девочкам, там, как-то, и у меня классные машины, я могу себе позволить, там, как-то снять крутой клип, например, да. Ну, чё мне придумывать, там, фигню какую-то делать, например. Так, следующий вопрос Да. тогда. Ну, такой, наверное, легкий самый из всех. Какой у тебя рост? 173. Но рост имеет свойство меняться. Вот если периодически измеряться, рост меняется. Так, ты бабник? И изменял ли ты с жене или девушке? Ну, это, конечно, ты на второй вопрос можешь не отвечать. Но... Смотрите, мне, короче, повезло, ребят, фартануло. Я женат на самой лучшей девушке на свете. Вот. Для меня она самая красивая, сексуальная, вкусно пахнущая, заботливая, добрая, любимая, любящая. Говорю, как есть. Верьте в этому, не верьте, да. Поэтому никаких причин изменять я лично для себя не вижу. Меня не тянет к другим женщинам. Но если говорить о прошлых отношениях, к сожалению, бывали грешки такие за Бадом Чиду. Пару раз в своей жизни изменял я своим бывшим девушкам. И за это поплатился. Это, знаешь, одно дело, когда ты изменяешь, а другое дело, когда изменяют тебе. И мне вот так жестко изменили, я потом аж ускакал в Бурятию на полгода. Вот. Я заслужил это и отработал свою карму. Надеюсь, что до конца отработал. Не знаю, бабник, не бабник. Ну, раньше носило меня по-разному. Как-то фартило мне, внимание было. Потом постепенно, ну и с женой, вот хочу тоже сказать, да, у нас не то, что прям ровно начались отношения. Все же проходят через рутину, бытовух. Вот, но кардинально вот прям вот стали крепкими отношениями, когда родилась дочь. Вот, я присутствовал на родах. Скажу, как есть, ребят, мы пошли на совместные роды, до последнего надеялись на естественные роды, но получилось так, что пуповина начала уже сжимать горло. Я присутствовал возле этого компьютера, где сердцебиение. Вот, ну, сами понимаете, пришлось сделать как бы, да, кесарево. Я, ну, как и многие, наверное, читаю, да, там мантры, вот, но в ту ночь я читал просто, ничего подобного не было. Я вот до сих пор не могу вспомнить, какая была погода на улице. Наверное, было спокойно, а у меня, знаешь, как будто раскаты грома, ее там везли сначала, значит, в операционную, потом в реанимацию, ребенку так закутали, оставили одну в комнате, ну, езжай, типа, поспи, мы потом ее часа через два заберем, а она одна маленькая. Я еще, знаешь, вот если в обычной жизни мы себя как-то контролируем, пытаемся, да, там, держать в руках, то здесь такое чувство было, как будто с меня сняли кожу, как будто я вот дуновение ветерка ощущал просто всеми молекулами своими. И знаешь, в этот момент такие тупники вылезают. Короче, первое, я никогда не держал детей на руках, никогда. А ее только родилась, и первым дали мне с пуповины еще, знаешь, вот эта слизь на ней такая, я, значит, ее держу, а они, знаешь, она такая хрупкая, я так боюсь ее держать, а они там не церемонятся, что-то они там пуповину срезали, то все сделали. Но вот я по-настоящему познакомился с женщиной, когда у меня родилась дочь, вот с самого рождения. И вот женщина для меня, она раскрывается все больше и больше. Женщина, там моя мама, например, с которой у нас довольно сложные, но очень интересные отношения, да, и очень яркие отношения. Жена, с которой у нас были и бытовухи, и послеродовые депрессии и так далее. Я не из тех людей, кто будет жить, знаете, только какими-то яркими моментами. В моей жизни много ярких моментов, но мне кажется, жизнь в первую очередь прекрасна какими-то простыми, вот, бытовыми моментами. То, что я имею возможность, да, кто-то скажет, что там я артист, певец, ведущий, я могу одеть шлепки в шортах, пройтись до магазина с утра, там, да, не причесанный, не умытый. О, мендут, о, там, вот так, своих увидеть, там, поздороваться. Мне там, я приду рядом магазинчик, там, тетушка там знакомая, клубничка, Бадик, на еще попробую такую, да, вот я сделал и так далее. Вот, могу с дочерью провести время, я ее отвожу в садик, без разницы, я приезжаю с мероприятия иногда под утро,
там с района, например. И я всегда стабильно ее отвожу, там в садик, например. И мне это в кайф, мне не приходится заставлять. Если бы, например, я бы этого не хотел изначально, может быть, и как-то это все по-другому бы воспринималось. А по поводу измены, не измены, да, я никогда никого не кидал. Ну, вот если про предательство говорить. Вот измены были по отношению к бывшим девушкам пару раз в жизни. Не 3, не 4, не 1, а пару раз в моей жизни это было. Меня за это жизнь наказала, но делать из этого образ жизни, я знаю, что многие хвастаются, особенно мужчины, любят. Так, и последний вопрос. Почему ты выбрал стать артистом, а не юристом? Почему ты Это именно царство решил небесное стать Владимир Вольфович Жириновский, да, говорит, у меня мама, говорит, русская, папа юрист, да. Смотрите, короче, когда мама была беременна, да, мною, она сдавала экзамены в музыкальном училище, да. Когда я родился, и мне было годика 2, наверное, я вот в 2 года, что ребенок, ну ничего толком не умеет делать, да, я уже складывал аккорды на гитаре. Я не мог дотянуться, но я уже там ля минор, там ре минор, что-то потихонечку мог Подожди. понимать. Стоп, аккорды на гитаре. Значит, гитара дома была. Всегда гитара А была. кто на ней играл? Ну, гитару мама играл, конечно. Отец, как бы довольно рано они расстались как бы с матерью, но все равно вот он там первые годы, там я совсем маленький был, играл. А мама у тебя музыкант? Музыкант, да. Мгм. Ну и отец тоже, Вот все откуда знают, ноги что... растут. Да. Поэтому в моем случае генетическая предрасположенность, я думаю. Вот через мою студию очень много проходит людей. У нас, я тебе скажу, вообще найти человека не музыкального крайне тяжело. Многие стесняются, приходят, говорят, у нас слуха нет, голоса нет. В основном все люди поют. То есть у всех есть слух. Просто, может быть, вот этот тембр не у всех красивый, знаешь, там. И то, может, просто он там не шибко развит, например. Это тоже можно как-то доработать, да. Есть же Эрос Рамазотти. На-на-на. Он же так поет, всех устраивает, да. У меня генетическая предрасположенность. Это не талант, это не какой-то там дар от Бога и так далее. Просто генетическая предрасположенность. Как вот у тебя, например, там, не знаю, шить, делать бизнес и так далее, понимаешь? Вот. Плюс момент какой? Сложилось так, что мы все прошли через вот эти 90-е, наверное. Как раз у меня было становление в этом возрасте. Мать там на куче работ, допустим, да, мы, как и все, жили бедно, хреново, короче, мы жили, да. И музыка мне вот с раннего детства и до сих пор всегда приносила деньги. Мало кто знает, но Бат Чемидов в 11-12 лет на полставки, неофициально, но работал в симфоническом оркестре. И я играл за одним пюпитром с первой скрипкой. В 12-летнем возрасте. Первая скрипка – это ведущий инструмент в оркестре, симфонический оркестр. Он только образовался на тот момент. То есть меня взяли туда, я как подросток уже плюс-минус был. Мне платили на тот момент что-то там 2-2,5 тысячи рублей, а у матери по полгода задерживали работу. И, зарплату получается. Плюс я участвовал в огромном количестве конкурсов на постоянной основе. И раньше всегда стабильно это поощрялось деньгами. И то есть вот в плане кэша, например, да, я учился в школе для одаренных детей при музыкальном училище, ездил несколько раз в лагерь для одаренных детей, вот Спиваковский, да, лагерь. Мне музыка всегда приносила доход. Первый заказ, который я сделал, музыку, да, на заказ, я продал первую аранжировку за 2000 евро. За 70 тысяч рублей. Я потом несколько лет там по 300-400 рублей продавал, но мне вот просто фартануло, первый раз. Я обращаю всегда внимание на такие знаки. И я с детства понимал, что музыка меня спокойно будет кормить. И получается, что предрасположенность, какие-то, как говорят, да, стремление вызвано недостатком, да, тут явно голод, да, он подталкивал к тому, чтобы амбиции нарастали. Когда ты проходишь через какую-то там адскую бедность, например, да, там у меня не все ровно было там на улице, например, со сверстниками, да, все так извилисто было. И тогда было много там и группировок, каких-то движений и так далее. И я как-то это все воспринимал всегда. У нас что-то сегодня вообще с тобой поперло.
Да, ну то есть мы все через это проходили. Вот сейчас смотришь на нынешнюю молодежь, конечно, слава богу, им не приходится проходить, да. А раньше все было гораздо жестче, там, тяжелее, да. Вот. В детстве рано понял, что никто не придет и мою задницу прикрывать не будет. Поэтому во мне очень рано сформировался именно мужчина. Да, может быть, это и притягивало женщин, да, там разных возрастов. Как-то женщины всегда с вниманием относились к моей персоне. Я не считаю, что я там какой-то шибко красавчик, или что я там как-то притягиваю как-то внешне или прочее, да. Но женщин так или иначе будет тянуть к мужчине, который старается как-то быть мужчиной, наверное, да. Вот. И все вошло в одну копилку. То есть мне музыка, и вот мой артистизм, мой образ жизни приносит деньги, удовольствие. Меня это мотивирует просыпаться по утрам, как-то, знаешь, не было ни одного дня, чтобы я не работал на студии. Ни одного дня. Я никогда не делал паузы. Даже в поездках у меня есть заметки. Всегда стабильно, каждый день ты должен что-то делать. И без разницы, нравится мое творчество другим людям или не нравится. Некоторые говорят, ой, Батчимит что-то пропал, не пропал, да. Да, это образ жизни. Прям Тогда высказался. вопрос, смотри, у нас там, ты съел волшебный суп, там есть волшебный А. банк. А какое бы желание ты загадал? Для себя, не для всех людей, а именно для себя. Что бы ты загадал самому себе? Ой, чтобы у меня сын родился. Хочу сына. Дочь у меня есть. Вот сын, вообще буду счастлив. Будет. Все, вообще Всё, буду. суп ты съел? Как два камешка, да, вот дочь и сын просто. Да, больше ничего не пожелаешь. Не знаю, все остальное, там, деньги, слава, успех, все постольку.